Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Страница истории Абхазии. 4 апреля 1994 года в Москве подписано заявление о мерах по политическому регулированию грузино-абхазского конфликта. Подопечных определят социальные работники. Кризисный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открылся в Абхазии. Драма «Розыгрыш». Режиссерский дебют Владимира Меньшова. На Абаза ТВ продолжается проект «100 фильмов советской классики». Что делается для легкости пересечения границы? Какое будущее русского языка среди абхазов? Откроют ли рейсы из российских городов в Сухум? Разрешат ли гражданам Российской Федерации покупать квартиру у моря? Нормализуются ли отношения между Абхазией и Грузией? Об этом aif.ru рассказал президент республики Аслан Бжани. В частности, на вопрос о сроках запуска аэропорта Сухум Аслан Бжани ответил: «Я в последнее время стал немного суеверным. Время все покажет. Очень много работы проведено, чтобы этот проект состоялся. Подождем. В следующем году все будет видно. Главное, мы перевели разговоры, что ушли впустую 29 лет в практическую плоскость». На вопрос журналиста aif о том, что в Абхазии в обсуждениях закона об апарт-отелях слышны также опасения абхазов утратить свою идентичность в случае массового притока в страну россиян, Аслан Бжани отмечает: «Уж не знаю, где вы таких людей нашли. Подавляющее большинство жителей Абхазии подобной точки зрения не придерживается. Однако, хочу сказать, война в отношении Абхазии не прекратилась. Да, боевые действия завершились в 1993 году. Благодаря абхазским вооруженным силам мы обеспечили мир. Но спецслужбы ведут борьбу за умы наших граждан. Они закидывают свои идеи не только по Абхазии, а по всему бывшему СССР». Ни один президент не приравнивал инакомыслящих к врагам народа. Об этом заявил экс-президент Республики Абхазия Рауль Хаджимов в своем комментарии на страницах абхазского портала. «Меня удивляет, как легко действующий президент называет своих оппонентов, наших граждан, несогласных с его видением будущего Абхазии, людьми, попавшими под влияние иностранных спецслужб. Вынужден сообщить господину Бжани, что ни один президент даже при самом жестком противостоянии не приравнивал инакомыслящих к врагам народа. Хочу предостеречь главу государства от безосновательных обвинений в государственной измене людей, которые были в рядах национально-освободительного движения, воевали и выжили. Многие с боевыми ранениями создали, строили и строят наше государство». Полностью прочитать комментарии Рауля Хаджимова можно в телеграм-канале «Абхазский портал». Президент Абхазии Аслан Бжани в четверг провел встречу с молодыми учеными, представляющими институты подведомственной академии наук Абхазии. Во встрече также участвовал руководитель администрации президента Абисалом Кварчи. Президент приветствовал молодых ученых и отметил особую роль и место науки в формировании и сохранении государственности Абхазии. Руководству Абхазии по многим вопросам нужны определенные экспертные заключения. Чем больше специалистов будет к этой работе подключено, тем более выверенные решения будут приниматься руководством страны, сказал президент Аслан Бжани. Молодые ученые выступили с инициативами на встрече с президентом Асланом Бжани. Необходимо активно освещать деятельность ученых в СМИ, создать раздел Совета молодых ученых на сайте президента, учредить президентскую премию для молодых ученых, подписать межведомственные соглашения с Россией в сфере технического и инновационного сотрудничества, создать фонд при президенте для грантовой поддержки ученых, создать возможность для участия молодых ученых в борьбе с искажением исторической реальности. Ятыр Ажиба назначен замминистра финансов Абхазии. Распоряжение подписано 2 апреля премьер-министром Александром Манквап. Ажиба с 2013 года занимал различные должности в Минфине. С июня 2017 был начальником юридического управления ведомства. В Минэкономразвития России состоялись переговоры по вопросу организации круизных туров между Россией и Абхазией. С абхазской стороны в переговорах участвовал министр туризма Абхазии Таймураз Хижба. С российской – заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков и Дмитрий Вольвач. Ответственные лица Минэкономразвития, Минтранс, Российской палаты судоходства и администрации морских
портов Черного моря. Торговый оборот между Абхазией и Россией увеличился на 70% с 2018 года, почти с 18 до 35 миллиардов рублей, сказала в эфире радио «Спутник» торговый представитель России в Абхазии Залина Кабесова. Только за последний год объем товарооборота вырос на 4,7 миллиарда рублей или на 16%. Это очень существенный рост, который свидетельствует о наращивании активности между российским и абхазским бизнесом. Конечно, здесь очевиден разрыв между экспортом и импортом. Существенно вырос, конечно, импорт из России в республику на 3,2 миллиарда рублей за год. Экспорт вырос лишь на 1,5 миллиарда рублей, отметила она. Круглый стол на тему предпринимательства и инвестиций как фактор экономического развития Абхазии провели в Центре социально-экономических исследований в четверг, 4 апреля. По данным соцопроса, проведенного ЦСИ, основными источниками финансирования бизнеса являются личные накопления и прибыль. Наиболее негативное влияние на развитие предпринимательства оказывают недостаточность начального капитала и собственных оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, отсутствие должного правового порядка, высокий уровень налогообложения. Самые привлекательные сферы экономики для малого и среднего бизнеса – туризм и отдых, услуги и торговля. Около 60% опрошенных оценивают общее состояние собственного бизнеса удовлетворительно. Кризисный центр для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, открылся в Абхазии. Несколько лет члены различных общественных организаций работали над тем, чтобы появилось такое место. Кризисный центр начинает свою работу при финансовой поддержке государства и международных организаций. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Долгое время Абхазия была страной, в которой нет детских домов. Но это не значит, что Абхазия в них не нуждалась. Сегодня открылся не детский дом, но центр, в котором будут оказывать социальную и психологическую помощь детям, лишенным родительского внимания и заботы. Вообще их быт не должен меняться, они должны ходить в школу, как и они ходили, да, только, например, школа здесь поблизости. А также у нас есть психологи, педагоги, арт-терапевты, которые будут с ними заниматься. Но наша задача по максимуму сделать так, чтобы они не чувствовали, что у них какое-то другое положение. Да? Вот все то, что происходит в других семьях, в других домах, будет у них и здесь. Спасибо вам. Вот, да, в котором вы находитесь. Вот. Этот проект реализован благотворительной общественной организацией «Панорама» при поддержке международных организаций. И, соответственно, со стороны нашего государства тоже есть поддержка. Они, соответственно, будут оплачивать аренду этого дома. Этот дом у нас в аренде. К сожалению, выкупить пока нет возможности. И вот мы существуем пока так. Проект рассчитан на год. Центр рассчитан на 10-12 детей. Тут у них отдельные спальни, комната для занятий уроками, библиотека, есть место, где поиграть. Социальные работники будут находиться с детьми круглосуточно, сменяя друг друга. Их задачей будет обучить элементарным навыкам самообслуживания. Как разогреть еду, как сменить белье и другим бытовым привычкам, которые обычно прививают детям родители. У нас есть человек, повар, который готовит, но она приходит утром приготовить еду, а после этого мы с детьми должны там греть чтобы они сами, вот мы должны их учить, как это все делать. Может, бывают такие дети, что вообще не способны ничего делать для себя, но мы должны учить их вот правильно вот это все делать, как с вещами тоже, вот скажем, пришел со школы, надо вещи как снять, положить в стирку, да, такие мелочи, вот с ними тоже надо будет заниматься, потому что есть дети, которые не понимают ничего, вот, потому что у них в жизни не было такой возможности, чтобы так для себя это все делать. Кто именно станет подопечным кризисного центра, будут определять социальные работники в каждом районе Абхазии. По словам сотрудницы Гагрской администрации, в Гагре много детей, которые нуждаются в подобной помощи. Вот сейчас была у нас ситуация такая. Ребенок с бабушкой, отец в тюрьме, и там положение очень серьезное. То есть мы в моменте даже не знали, куда его определить. Вот его бы вот сюда, пока решится вопрос, с кем он будет, как и так далее, это было бы вообще замечательно.
По стандартам, принятым в странах, где подобные кризисные центры работают давно, пребывание ребенка в таком месте длится полгода. Но, по словам Камы Аргун, у них все будет решаться в индивидуальном порядке. Мы понимаем, что если за полгода в семье ситуация не изменится, мы ребенка не будем выгонять. Но вообще рекомендовано, чтобы полгода до тех пор, пока ситуация в семье не улучшится. А если невозможно в семье ситуацию изменить, то ему уже органы опеки подбирают опекунов, которые на постоянной основе у него будут. По словам председателя детского фонда Асиды Ломи, сегодня произошло важное событие, так как в Абхазии появился и механизм, и условия для помощи детям, которые остались без родительского внимания и опеки. Я хочу поздравить всех абсолютно, все наше абхазское общество, всех детей из благополучных и особенно из неблагополучных семей. К сожалению, мы не можем сказать сегодня, что у нас нет неблагополучных семей или нет таких детей, которые нуждаются в особом, как говорится, уходе, заботе, любви и крыше над головой. Наконец-то этот день состоялся. При помощи, конечно же, я благодарю этих молодых девочек, и Каму Гопия, и Каму Аргун, и благодарю тех людей, которые у нас в правительстве. Они пошли им навстречу, и надеюсь, что это эта инициатива, она превратится в нечто лучшее и большее. Дай Бог, конечно, чтобы мы так развивались, государство было такое, что не нужны были бы такие дома, но вы же знаете, что как в жизни происходит, иногда получается так, что или отец, или мать совершают, может быть, какие-то там противоправные преступления или что-то, но дети их не виноваты в этом. И вот иногда эти дети становятся или изгоями, или самыми, считайте, несчастными. И я думаю, что вот этот дом, им как раз-таки и люди, которые здесь будут работать, я уверена, они будут к ним относиться не как к чужим, а как к своим, и они здесь получат самое главное – любовь. На самом деле подобный проект уже осуществлялся в Абхазии в конце 90-х, в начале 2000-х. В самое сложное для страны время Зоя Аджинджел сумела помочь нескольким десяткам детей. Из этого обязательно получится. Но не вспомнить, кстати, о первом доме, где тоже находились дети. Зоя Джинджоли тогда по инициативе всех гражданских организаций, когда-то долго вместе решали, кто же возьмется, потому что это дело сложное, хлопотное, тяжелое. И был тогда первый детский, я даже не знаю, не дом в классическом смысле, не детский дом, а вот какого-то семейного типа, куда пришли безнадзорные дети. Они, правда, тоже все вернулись в семьи. Просто не очень, почти все. Кто-то вырос там и так далее. Но там было где-то 24 ребенка, это, кажется, максимальное количество было. Но все тогда помогали. Это вот еще же такой момент, когда людям хочется помогать, и когда они думают, куда же приложить свою энергию и так далее. А вот есть такие центры, где можно помогать. Представителям общественных организаций хочется верить, что кризисный центр будет выполнять именно ту функцию, ради которой задумывался. Временное пребывание до тех пор, пока родители или другие родственники решают проблемы создания благоприятной среды для ребенка. Они надеются, что государство сможет способствовать и работе центра, и улучшению социальной ситуации в Абхазии. И самое главное, что в этом участвовало и государство. Потому что забота о судьбе этих детей – это, конечно, в первую очередь забота государства и общества. И вот этот синтез, вот такое хорошее соединение этих усилий говорит о том, что все нормально, все получится и все сделается. На самом деле это только кризисный центр, и он должен выполнять ту функцию, о которой все знают, потому что вот ребенок, вот сейчас ситуация, и его некуда девать. И слава богу, есть вот такой центр. Кризисный центр – это один из двух проектов, направленных на помощь детям. Второй – это патронатные семьи. Цель обоих проектов – сделать так, чтобы ни один ребенок в Абхазии не был брошен. Слава богу, два проекта, две альтернативные формы устройства ребенка в семью заработали. Это и проект патронатных семей, и кризисный центр сегодня открылся. Я думаю, что эти два пилотных проекта обязательно покажут всю остроту необходимости этих форм. И я надеюсь, что государство еще больше обратит внимание на проблему детей в Абхазии. Кризисный центр в ближайшее время будет государственным и заработает на постоянной основе, так как такая необходимость, она есть и давно назрела.
Воспитать полноценного члена общества – это привить правильные привычки, научить самостоятельности и навыкам социального общения, научить учиться и любить. Этому всему учат дома старшие и младших, но не у всех детей они есть. Кризисный центр начинает свою работу, чтобы у каждого ребенка в Абхазии была опора в виде ответственных взрослых. Марианна Котова, Инна Лагухава, Абаза ТВ. Страница истории Абхазии. 4 апреля 1994 года, 30 лет назад, Абхазия и Грузия в Москве подписали заявление о мерах по политическому регулированию грузино-абхазского конфликта, которое стало прорывом в грузино-абхазском переговорном процессе. За абхазскую сторону документ подписал Сократ Джинджоли. В документе отмечалось, что Абхазия имеет свою конституцию и законодательство, парламент и правительство, соответствующие государственные символы. Заявление призывало восстановить прерванные государственно-правовые связи. Этот документ настолько хитро был сделан, что очень трудно было в нем разобраться. Да, это исторически. Он хитро был. В 1994 году он зафиксирован об отсутствии. Да, вот так, знаешь, витиевато был он написан, потому что прямо же мы не могли написать. Вот. И здесь вот такое, но два положения, вот то, что было, что отсутствуют государственно-правовые отношения, и что отношения будут строиться на равных. И в каких областях, понимаешь? И это все было не по порядку, как нужно было бы делать, а разбросано было. Вот. И когда уже меня туда занесло, и когда вот уже это было в апреле, а потом уже вот начали обсуждать в ноябре 1994 года в Женеве, и когда я стал обосновывать вот этот документ, что он из себя представляет, Пастухову стало плохо, он побледнел. После выпуска новостей смотрите в нашем эфире проект «Постфактум» из архива Абаза ТВ. 4 апреля 1937 года родился герой Абхазии, кавалер ордена Акзябша, генерал-лейтенант Гиви Аграба. После проекта «Постфактум» смотрите в нашем эфире записанный 30 лет назад, в апреле 1994 года, интервью Гиви Аграба в программе «Лица». Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия примут участие в обучающем семинаре научно-образовательного центра по правам человека имени Кутафина на тему «Защита прав человека в цифровой среде», который состоится 17 апреля в формате видеоконференц-связи. Участие Абхазского правозащитного института стало возможным благодаря взаимодействию между аппаратом уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия и аппаратом уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Ведущие специалисты из Москвы, Сочи и Сухума выступили на международном научном семинаре «Опыт и перспективы развития защиты плодовых и декоративных растений от вредных организмов в России и Абхазии», сообщает пресс-служба НЦМУ. Мероприятие прошло в Тимирязевской академии в рамках деятельности научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего». Сотрудники НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии представили итоги работы над построением систем защиты растений в условиях Абхазии. В частности, доклады касались вопросов применения иммуноиндукторов в технологии защиты яблони от болезней, сравнения разных систем защиты мандарина от вредителей. Директор Института академик Академии наук Абхазии Лёси Кайба рассказал о трудностях, влияющих на урожайность и качество продукции, производимой в республике. На Абаза ТВ продолжается проект «100 фильмов советской классики». На этот раз в субботу, 6 апреля, будет показан художественный фильм «Розыгрыш», полнометражный режиссерский дебют Владимира Меньшова. Проект реализуется при поддержке фонда Международный институт развития коммуникации «Мир. Мост. Абхазия». Элеонора Гилаян расскажет о первых взрослых вопросах, которые ставят перед героями фильма «Жизнь».
Действие фильма «Розыгрыш» происходит в одной из московских школ. Незадолго до 55-летнего юбилея учительницы математики Марии Васильевны на уроке руководимого ею 9 Б случилось неприятное происшествие. На ее слова о начале контрольной работы, о проведении которой она предупреждала учеников на предыдущем уроке, старшеклассники в один голос заявили, что впервые слышат об этом. Засомневавшись в своей памяти, Мария Васильевна стала спрашивать школьников индивидуально, по одному, но они продолжали стоять на своем и говорили, что не готовы к контрольной. Наконец дошла очередь до Таи Петровой, девочки застенчивой, интеллигентной и честной. По ее реакции Мария Васильевна поняла, что ее водят за нос. Когда выяснилась правда, ребята, не моргнув глазом, сказали, что хотели подшутить над учительницей и устроить ей розыгрыш. А все-таки контрольная состоялась. Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные. А решили вы их неверно. Этот тип задач не имеет однозначных решений. Только однозначный, Олег. Мне жаль, что именно вы этого не понимаете. Ведь люди, которым не свойственна ложь, для которых чувство правды – это нормальное, естественное чувство, в тот самый миг, когда вы объединились для лжи, стали вам чуть ли не врагами? Не поверив этому, учительница приняла решение наказать шутников и поставила в журнал единицы тем, кто ответил ей на прямо заданный вопрос ложью. Среди немногих, кто избежал этой участи, оказался новый ученик, недавно переехавший в столицу из Новосибирска, Игорь Грушко, герой Дмитрия Харатьяна. Больше всего кол в журнале разозлил неформального лидера 9 Б, Олега Комаровского, которого играл Андрей Гусев. Он рассчитывал на 5 по математике и на участие во Всесоюзной математической олимпиаде, что должно было сильно облегчить поступление в институт. Олег, который был одним из зачинщиков розыгрыша, пользуясь своим влиянием на одноклассников, задумал с их помощью вынудить математичку исправить ему оценку, но на его пути встал стремительно завоевывавший авторитет среди девятиклассников Грушко. Почему вы, вообще все взрослые, почему вы как-то пугаете нас жизнью? Чуть что жизнь покажет, жизнь проучит. Ведь если всю дорогу только худшего ожидать, то так и будешь ходить с насупленными бровями. А я вот уверен, что все у нас будет прекрасно. Всегда. А когда человеку хорошо, он песни поет, стихи сочиняет. Разве не так? Может быть, так и надо. Зачем вам и опыт, когда у вас такой запас оптимизма? Боже мой. Марья Васильевна, ради бога, что у вас тут происходит? Это... Я подумала, или вы поменяли квартиру, или я сошла с ума. Сценарий драмы из жизни старшеклассников, написанный известным кинодраматургом Семеном Лунгиным, несколько лет пылился в архиве Мосфильма, так как его посчитали неинтересным и бесперспективным. Никто не хотел браться за съемки заведомо провального фильма, но выпускник аспирантуры в ГИКа Владимир Меньшов решил рискнуть. Риск, помимо прочего, заключался еще и в том, что в своей первой полнометражной ленте Меньшов, наряду с такими звездами советского кино, как Наталья Фатеева, Евгения Ханаева, Зиновий Герт и Олег Табаков, снял совсем юных, начинающих актеров – Дмитрия Харатьяна, Наталью Вавилову и Евдокию Германову, сыгравших свои первые заметные роли. Сигизмундович. Так точно. Прошу прощения. Тут товарищи в количестве 4 душ явились... Принять холодный душ! Явились присутствовать на уроке химии. Так что разрешите им приступить к занятиям. Сделайте одолжение. А чем вызвана, позволю спросить, такая задержка? По их показаниям, вот этот вот читал им лекции по музыке. Надо же, какое совпадение. А я, представьте, читал здесь лекцию о превращении хроматов в дихроматы, а дихроматов обратно в хроматы. Какая же досада, что наши лекции совпали по времени, уважаемые коллеги. Но результат превзошел все ожидания. Вместо нудного нравоучительного школьного фильма, представляющего собой очередную вариацию на тему «Что такое хорошо и что такое плохо», у Меньшова получилась яркая, динамичная и вместе с тем заставляющая задуматься картина, которая вызвала большой интерес у молодежной аудитории. В 1977 году картина «Розыгрыш» заняла 10-е место в советском прокате по посещаемости. Фильм посмотрели почти 34 миллиона зрителей. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ.
Драму «Розыгрыш» Владимира Меньшова смотрите в нашем субботнем эфире. Виктория Квицини заняла 2-е место в конкурсе «Мисс Краса Руси-2024». В Сочи прошел финал всероссийского конкурса «Краса Руси-2024». Победительницей стала Дарья Ковалева, которая учится в Государственном морском университете имени Ушакова, сообщается в телеграм-канале университета. Модель из Абхазии Виктория Квицини заняла 2-е место. Она также получила призы «Мисс Интернет-2024» и «Лучшее исполнение танца», а также приз зрительских симпатий. А в завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 5 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине дня, ближе к вечеру, из-за перепадов атмосферного давления и температуры воздуха местами возможен слабый дождь, туман. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19. Температура морской воды 12 градусов, волнение морской воды умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.